Житель Ингушетии Ибрагим Балаев принял участие в первом всероссийском конкурсе чтецов Корана имени Эдуарда Хаджиганеева. Его посвятили 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. С конкурсантом встретился наш корреспондент. Место в данной номинации у нас занимает участник из Республики Ингушетия Балаев Ибрагим. Он не видит свою награду, но испытывает гордость. Ибрагим Балаев продемонстрировал свое знание священной книги на первом всероссийском конкурсе чтецов Корана в Саратове. Лучших знатоков выбирали из 14 регионов России по 2 номинациям. Этот конкурс для Ибрагима стал первым серьезным соревнованием. В составе жюри конкурсантов оценивали лучшие преподаватели и знатоки Корана в России. Муфтий города Саратова Мухаддас Бибарсов и имам мемориальной мечети Москвы Асхат Гемаддинов. Участники должны были не только знать Коран наизусть, но и уметь читать его красиво. Система оценивания бальная. вообще чахлал волзар. Сразу авиакацар дер. Хазбейтик хафиш колледж для низячих мехтики мучи. Аказани из мехтики жолужи качар мехтики сатсан ахтус Коран амди деши. Ранг болж ханда цхади ханц. Ворш дяж хан хафис хан са ворс пермет я хнохчи. Причу дя ворши. Ворш дяж хан хафис хан ватуси деш вяга. Так цмош на гадя. Отличиться от остальных по числу баллов задача нелегкая, но в своих силах Ибрагим не сомневался. И это несмотря на то, что он был простужен, его организм еще не успел адаптироваться к местному климату, поделился участник. А дальше по списку кашель, боль в горле, температура. يقيق سوتر صديح لا سيتم برتو خلرا قبل جابوس خلرا دي ساكيز حباس كاس كاش يحقون على شخص خلاص أقول على شخص تصدق خلاص عبوز ضخ برس كتير. Несмотря на это, Ибрагим занял призовое место и этим доволен. После потери зрения он практически каждый день вновь и вновь перелистывает страницы священной книги, читает, обогащаясь духовно и совершенствуя свои навыки, как и сейчас. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Зрение Ибрагим Балаев потерял 15 лет назад, просто проснулся без него. Врачи сказали, бедой всему воспаление. Но до сих пор ни один доктор не смог ответить, сможет ли Хафиз заново видеть этот мир. Принять такое испытание было непросто. هذه شو خاصة خلاص أرسل وصوّاج ده بس كل شيء أخش أفعل أخش بيت كانت أياخ شيء بارش تبعي صدار نواش بيت مهتك أستوغان ده تأخذ ده ناسر وأصل خواج يخش الخواج بيزا نودري بركة بادرة خلياني كهديان صون الله كيش صوت صاجات ده صوت يعني تقول عن هذه شيء تقال ويحكي خواج بيزا خواج وجداء خروج يعني خواج كسيستم براين القرآن إجرا السيستم أصحابي الله شان القرآن أمديان دينيتس أمور بدي أموت رواتر صدي. Со временем Ибрагим пришел в себя и начал овладевать техникой чтения Корана по методу Брайля. Через 1,5 года он стал хафизом. Его красотучтение и правильное произношение начали замечать другие хафизы Ингушетии и за ее пределами. Так организаторы всероссийского конкурса решили отправить приглашение Ибрагиму Балаеву. Там уже ингушская диаспора встретила нашего участника. إيش ده حمد يز ده حمد داوك حوك تجسين شيء والله بر الله يصل صدق شبيك باخذ صدق يا والله كينا بر نوشي كينا بر وكينا بر الحمد لله. Ибрагим Балаев своим примером показал, что границ в развитии нет. Есть лишь барьеры, которые зачастую человек воздвигает сам. Сейчас он не задумывается об отсутствии ярких цветов в его жизни. Напротив, он считает, что его внутренний мир обрел те краски, которых он раньше не ощущал. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Хамзат Халухоев. Новости 24.